Джозеф Биллингс. О бурятах. Вид человека молчаливого, но смелого, расположение тела слабое и сухощавое, а народ весьма неприятный. Об якутах. В обычаях своих якуты сходствуют с другими сибирскими народами, но природный разум в них замечается острее во многих случаях. Например, они в намерениях своих не так легкомысленны, как другие, стараются разуметь хорошенько, что им сказывают, и узнать всякую вещь, как она действительно существует. Они вникают в склонности и главные страсти тех людей, с которыми они имеют дело, и приискивают способы, как бы приобрести себе их благосклонность. Николай Щукин. Якуты народ хитрый, пронырливый и коварный, злопамятный и мстительный. Многие утверждают, что рабство довело их до такого состояния, что сами русские поступками своими сделали из якутов обманщиков и плутов. Но почему же буряты, тунгусы и другие народы до сих пор сохраняют чистоту своих нравов? Ябедничество и жалобы столь обыкновенны между якутами, что составляют предмет общего разговора. Леность их чрезвычайна, а гордость князцов выходит из пределов. Страсть к воровству и картежной игре повальна, плут и мошенник почитается человеком умным. С хорошей стороны о якутах разве то можно сказать, что они чрезвычайно переимчивы, легко научаются разным ремеслам. Якуты обладают удивительной способностью ко всем ремеслам, терпение их и усидчивость превосходят всякое вероятие, но леность и наслаждение бездействием ратуют со счастливыми способностями. Некоторые из них, самоучкою вырезают из дерева статуйки с алебастровых подлинников при помощи одного ножа и пилы. Есть хорошие рисовальщики, гребенщики, работающие из мамонтовой кости. Якуты принадлежат к породе тюркской, всегда отличавшейся воинственностью. До покорения русскими, они были в беспрестанной войне между собою. Теперь междоусобье давно кончилось, но воровство, кажется, в крови этого народа. Друг у друга крадут они лошадей, быков. В Якутске они производят самые утонченные воровства и умеют вывертываться из беды весьма искусно и счастливо. Как все полуобразованные народы, якуты склонны к ябеде, сутяжничеству и мстительности. В обращении якутов нет искренности, везде проглядывает лесть и скрытность. По их понятиям, тот глуп, который, имея возможность обмануть, упустит благоприятный тому случай. Якут хитер, замысловат и увертлив. Бурят, напротив, благонравен и основателен, хотя неопрятнее якута. Понятие о воровстве у обоих народов одинаково, по их оно преступление, а не грех, но между бурятами воровство следствие бедности, у якутов же удальство. Гостеприимство у бурят священная обязанность, у якута на даче взаймы, бурят смирен, якут боек нагл. Якут от природы даровитее бурята, но последний образование. Джулиани. Якуты отличаются от прочих сибирских народов своей принципиальностью и рассудком. Несмотря на их суеверие, они имеют особенную наклонность к приобретению познаний, и нет в них того легковерия, которое характеризует народы северной части Сибири. Якут никогда не войдет в дружескую связь с человеком, не узнав прежде в точности его нрава и правил, чтобы согласовать с онами собственное свое поведение. Можно сказать, что якут лучший придворный, и никто не может удачнее его втереться в милость и доверие начальника или старшего. Якуты весьма страстны к тяжбам. Нельзя сказать, чтобы якуты вообще были склонны к воровству, хотя между ними есть целые семьи, преданные оному. Напротив, якут питает особенное презрение к всему пороку и ко лжи. Якуты вообще грубые, злые, хитры, пронырливые и склонны к мести. Кротость и ласковость – суть качества, вовсе не уважаемые якутами, и потому строгость в обращении с ними есть наилучшее средство, чтобы приобрести их уважение и послушание.
Николай Ядринцев. Об якутах. Прекрасно одаренная во всех отношениях, искусные во всех ремеслах, которые быстро перенимают у русских, и при этом как кочевники, немного требующие, якуты производят мирные завоевания даже русской народности, то есть объякучивают русских своими склонностями. Хитрой ловкостью и бесстыдством якуты, особенно городские, напомнили Медендорфу жидов. Народ который, таким образом, умеет господствовать, несмотря на чужое владычество, во всяком случае заслуживает нашего внимания, и какие бы ни были недостатки этого народа, ему нельзя отказать в силе его народности. Якуты представляют нам замечательное явление покоренного народа, навязавшего победителям свои обычаи и язык. Народа, не только не подвергшегося влиянию завоевателей, но, напротив, втянувшего его в свою сферу. Так, в Якутске или городе якутов, этим именем называют себя, не без некоторой национальной гордости, все тамошние уроженцы, несравненно более говорят по-якутски, чем по-русски, ибо почти все тамошние ремесленники якуты, все няньки – якутки, и даже богатый пушной торговец нередко женится на якутке. О бурятах. Бурятское население обнаруживало не раз наклонность к образованию, и учащиеся проявляли полную способность к восприятию образования. Все это такого рода задатки, которые показывают, что понимание пользы просвещения не чуждо бурятскому племени и что они умеют понимать его в истинных его представителях. Дагуревич, о бурятах. По своему характеру, буряты миролюбивы и кротки, но если их оскорбить, они мстительны и даже злы. У них весьма сильно развита взаимная помощь. Об эвенках. Характер тунгусов значительно отличается от характера других сибирских инородцев. Тунгусы необыкновенно веселы, разговорчивы, даже голод не выводит их из постоянно веселого настроения духа. Воровство, ложь или обман тунгусы признают позорным. Если кто-нибудь обзовет тунгуса лжецом, то этим сильно оскорбит его и вызовет в нем желание отомстить за обиду. Случается, что обиженный вызывает обидчика на поединок, но так как поединки запрещены законом, то они совершаются тайно, в лесу. Об якутах. Эти инородцы от природы одарены довольно значительными умственными способностями и, главным образом, сильной памятью. Что же касается нравственного состояния якутов, то в этом отношении они ниже всех других инородцев. Якуты лукавы и не всегда честны, если что плохо припрятано, якут стащит, если представляется возможность поживиться обманом, он не задумается прибегнуть к нему. Кроме того, якуты злопамятны и мстительны. За полученную обиду якут старается отомстить, если это не удается ему самому, он завещает мщение своему сыну или ближайшему родственнику. Дмитрий Клеменц. Об якутах, отличаясь по языку от других тюрков, живя изолированно от сородичей, они представляют единственное турецкое племя, так далеко заброшенное на север. При их громадной численности, они являются настоящими хозяевами Северо-Востока. Этот народ интеллигентный, стойкий и мужественный, в неизвестную эпоху продвинулся на север и сумел акклиматизироваться в околополярном районе, который стал его второй родиной. Якут, кроме того, при своей смышленности и практичности, является образцовым коммерсантом. Расчетливый, экономный, он стал хозяином других инородцев, тунгусов, ламутов и юкагиров. В этом отношении он гораздо ловок, чем русские торгаши. Эту черту, конечно, нельзя назвать симпатичной, но суровая борьба за существование способствует развитию кулачества и жажды приобретения не у одних полярных кочевников. Достаточно упомянуть о колонизационной политике культурных народов, чтобы простить якуту его стремление к благосостоянию, особенно в той стране, где деньгами можно добиться, если не всего, то очень многого такого, что по справедливости не должно бы покупаться за деньги.
Вообще, как всюду без исключения, тюрки всегда одерживали верх над другими инородцами, за исключением монголов. Якут– один из наиболее культуроспособных тюрков. Кроме умения торговать и барышничать, он научился высоко ценить образование. Обучение детей для некоторых невольных жителей Якутской области было источником существования и приобретения уважения среди туземцев. О бурятах. За бурятами имеется то преимущество, что они как-никак все-таки обладают известной культурой и исповедуют религию, которая незнание считает смертным грехом, навсегда закрывающим путь к спасению. Конечно, наука их носит средневековый схоластический характер. Но ведь, такая же точно наука в средние века поддерживала едва тлевшую умственную жизнь в Европе. До сравнительно недавнего времени бурятская интеллигенция за такими исключениями, как Дорджи Банзаров, только и занималась изучением наследства, оставленного ламаизмом, но пытливость и жажда положительного знания уже пробила себе дорогу в войлочные юрты бурят. В этом отношении они гораздо восприимчивее некоторых из русских, каковы, например, знаменитые семейские старообрядцы. Это какой-то обломок допетровской Руси, полный сектантского фанатизма, враждебный всякому прогрессу. Оспопрививание они до сих пор считают антихристовой печатью, во времена холеры они не пускали к себе докторов. У бурят же, хотя и есть свои врачи индийско-тибетской школы, но они не отрицают оспопрививания, ни новых медицинских средств. При благоприятных условиях можно думать, что этот народ мог бы сделаться проводником европейского образования в Монголии. Об эвенках. По показаниям всех путешественников, тунгусы – самый симпатичный народ в тайгах Сибири. Они считаются лучшими охотниками и знатоками тайги. Тунгус сохранил еще примитивную добросовестность в сделках. На обещание его можно положиться. Отважен он до дерзости. В обращении с другими он держит себя с достоинством. В нем нет той угрюмости, которая часто встречается среди обывателей тайги. Он страстный охотник до пляски и до песни. Тунгус любит наряжаться и старательно украшает свой равдужный или меховой полуфрак бисером, бусами и металлическими побрякушками. Страстный охотник до удовольствий и пирушек, он крайне гостеприимен и любезен. Эти симпатичные стороны напоминают русскую широкую натуру. Он без колебания отдаст 100-рублевого соболя за окорок или бутылку вина, промотает свою последнюю добычу для того, чтобы произвести эффектное впечатление на своих гостей. Эти дворяне, или французы тайги, всегда в долгу, как в шелку, и у русских, и у якутских торгашей. Евгений Шнейдер. Об якутах. Мы должны сказать хотя бы несколько слов об интересном и многочисленном племени якутов, этих единственных представителях турецкой ветви на Крайнем Севере. Энергия и предприимчивость якутов, их способность подчинять своей культуре смежно обитающие племена, ассимилируя их, является лучшим доказательством их долговечности, как исторического народа. О бурятах. Необходимо указать на чрезвычайно развитую среди них сплоченность, на сложный по своим формам до ныне сохранившийся родовой уклад, их практический ум при некоторого рода склонности к созерцательности, граничащей с флегматичностью. Об эвенках. Тунгус тонок сложением, сухощав, руки и ноги у него малы. Он смугл, ловок, строен, гибок, его движения мягкие и легки. В период промысла он вынослив и неприхотлив, ест мало, спит в снегу под деревом, не боится ни мороза, ни пурги. Его взгляд зорк, выстрел меток. У него веселый ровный характер, с большим темпераментом. Беззаботная удаль, страстная любовь к новым впечатлениям, пытливый, тонкий, насмешливый ум. Вообще тунгус непостоянен, неуравновешен, неустойчив и легкомыслен. И эти качества прежде всего складываются отрицательно на его хозяйстве.
Его оленные стада уменьшаются с неуклонной быстротой. Помимо причин общего характера, здесь имеет значение его небрежное отношение к оленю, его беззаботность, отсутствие системы, плана. Тунгус легко поддается влиянию и хорошему, и дурному. Это имеет для него двоякое значение. С одной стороны быстротой и легкостью, с другой, ни одна не проявляет такой благоприятной способности к переходу к новым формам хозяйствования.